Дорогие друзья, мы находимся в гостях у замечательной женщины, жительницы деревни Липовка, Максачевой Любови Алексеевны. Сегодня она нам приготовит троецкую яешню. Посмотрим, как она это умеет ловко делать. Печка уже практически дотапливается, остается тут жар, остатки это отлаживаем, нарезаем сало. Так всегда делали по традиции ее бабушка, ее мама, а теперь она. Традиционное троицкое блюдо всегда готовили утром в печи, а потом уже шли праздновать. И картошечка, и всегда, и огурчики. Детей своих вы этому научили? Конечно, с печками справляются. А еще могу рассказать вам, как делали яешню. Тогда, это ж, когда не было ни газа, не было ни кирогаза никакого, приходили гости. У печки-то, естественно, каждый день топилось. Там было, ну, что-то, каша какая-нибудь, там борщ, бульба. Ну, хотелось что-то, значит, открывалась у этого юшка, все время нас бабушка делала. Вот тут его скипалась такая типа лучины, сало пожарится, и вот тут прямо на загнете жарилась яешня. Сейчас ножом бьют, а раньше этого никто не делал, яйцо билось вот так. Ну все, сейчас будем жарить. Поворачивать обязательно, где-то пожарче, где-то немножко и так, чтобы было равномерно, поэтому надо поворачивать. Ну, поворачивается и на просто вот. Что кроме яични вы готовили еще? А все обыкновенная еда была. Во, картошка и огурцы. У кого что есть? У кого, да, у кого что есть. Блины, естественно, такие более праздники, если так некогда, то, естественно, обязательно уже блинов напекут. Праздничный день обычно это с семьей мы собирались. Но потом у нас, я на Мельяковке родилась, у нас даже была раньше своя деревня. Все время, уже после обеда, собирались всю деревню. У нас гармонь там была, Павел Якимович, играли, уху варили, рыбу. Речка же рядышком на Мельяковке. Наловить раненько рыбы. Рыбу, естественно, где у печки пожарили, а уху мы варили на улице. И потом все собирались тоже. Ну кто, яйца, сало, огурки, бульбы наваривать. И мы отмечали, вот на Мельяковке мы отмечали этот праздник.